حديث عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. Усам ибн Зейд передает, что пророк алейхиссалату вассалам сказал, если кому-то сделано добро, и он скажет тому, кто сделал это добро, джазак Аллаху хейран, да вознаградит тебя Аллах благом, или да вознаградит тебя Аллах лучшим, факад аблага фиссана, то он привел достаточную похвалу, то есть выразил достаточную похвалу. Хадис, который привел Тирмизи, Ибн Хиббан сказал, что это хадис достоверный. Так, если кому-то сделано какое-то добро, любое добро, либо имуществом тебе помогли, либо своим авторитетом кто-то тебе помог, какую-то пользу тебе кто-то своим физически как-то тебе помог в чем-то. Любое добро, любая польза, если тебе сделано какое-то добро, что приказано тебе? Приказано вознаградить за это. Приказано отблагодарить за это. Как отблагодарить? Тем, что подобает этому. Как подобает в данной ситуации. Сказать, что ровно столько же нужно дать ему, например. Нет, это неправильно. Почему? Потому что ситуации бывают разные. Бывают люди богатые, бывают люди бедные. Например, есть люди богатые, для которого, может быть, $1000 это ничего не значит вообще. Хорошо? И он дает эти $1000 тебе. И ты потом в знак благодарности ему тоже какой-то даешь такой же подарок на такую сумму, например, или что-то. Что это будет для него? Он даже еще обидится на тебя. Что для него эти $1000? Если ты сделаешь за него дуа, попросишь Аллаха субхану тааля за него, для него это лучше. И это в данном случае будет что? Подобающим вознаграждением. Или наоборот, какой-то бедняк подарил тебе какие-то крохи, которые у него есть. Что-то чуть-чуть. И ты ему тоже даешь такие же крохи. В знак благодарности. Уместно это здесь? Это будет означать, вознаградил его, как подобает? Нет. Это не будет равноценное вознаграждение. Для него эти крохи не как для тебя эти крохи. И ты, может быть, тебе уместно дать ему как раз $1000. Хорошо? То есть в каждой ситуации равноценное означает разное. Хорошо? А благодарить равноценным означает разное. Если у тебя нечем отблагодарить, пророк алейхиссалату вассалам сказал, здесь, если скажет человеку, в данном хадисе, скажет тому, кто сделал джазак Аллаху хейран, да вознаградит тебя Аллах благом, то он уже выразит достаточно похвалы в адрес этого человека. Что значит джазак Аллаху хейран? Джазак Аллаху хейран, пусть Аллах вознаградит тебя тем, что лучше. То есть лучше, чем то, что ты мне дал. Джазак Аллаху хейран, лучше, чем то, что ты мне дал. Потому что хайран в данном случае это исм тафдиль. То есть существительное, указывающее на что? На превосходную степень. То есть пусть Аллах субхану тааля даст тебе лучше, чем ты мне дал. Конечно, это будет выражением достаточным похвалы и благодарности человеку. Некоторые говорят спасибо, некоторые говорят шукран, еще что-то. Но, конечно, это не означает выразить так благодарность или похвалу человеку, как это дуа, которому научил пророк алейхиссалату вассалам, если он скажет джазак Аллаху хейран.